Армейский эксперимент или попытка подмять под себя чеченцев. Я служил с 1979 по 1981 год в городе Ахтубинск, военная часть 01056. В роте было 140 человек, плюс 90 было русских. Нас чеченцев было 7 человек, ну и остальные со всего СССР. Мы все были одного призыва. Это был эксперимент и, как оказалось, попытка подмять чеченцев. В сержантскую школу отправили 13 человек, и ни одного чеченца, одного азербайджанца, одного узбека и 11 русских. На время их учебки были приглашены сержанты-деды из соседней летней дивизии. Итак, началась служба. Все, что происходило, не опишешь. Расскажу вкратце, что стало с этим экспериментом. Через месяц деды-сержанты старались с нами не встречаться, соблюдая субординацию, понимая свое место. Не замечая нас, они дослужили свои полгода и уволились. Пришла пора наших сержантов, что вернулись с учебки. Мы сначала присматривались, как же они себя поведут. Они начали косячить, как бы гнуть азиатов, заставлять полы мыть за дневального русского, воротнички подшивать, стирать и т.д. и т.п. Нам пока не лезли, и мы никого не трогали. Мы не мыли полы и дневальными не стояли. Офицеры и то закрывали на это глаза, понимая, что мы чеченцы и не будем этого делать. Негласное перемирие длилось недолго. Наши свежеиспеченные сержанты решили, что они подавляющее большинство. Остальных они подмяли, и теперь пришло время подчинить чеченцев. У нас в этот вечер было 6 чеченцев, 1 карачаевец и 1 черкес. И те мы понимали, что драка неизбежна. Вернувшись с ужина, я и несколько ребят остались покурить. И слышим шум в казарме, крики и ругань. Когда мы прибежали, потасовка уже началась. Сам процесс драки, сами понимаете, не опишешь. Дежурный офицер-лейтенант, бедный, старался остановить, кажется, даже и ему досталось. Но так или иначе, отвели мы души. Прибежали из штаба, с других рот, разняли нас. Итог. Построили и по видимым признакам об участии в драке стали отбирать. Отобрали 49 человек. У двоих сломаны челюсти, у одного рука, у одного ухо порвано, у кого-то синяки, одежда порвана и так далее. Из нас одному сломали палец, у 4 были синяки. Потом началась давка, угрозы, кому-то тюрьмой, кому-то дисбатом. Политотдел дивизии подключился, в итоге нас 3 закрыли гауптвахту, от 15 и выше суток. Прошло месяца 2, наши сержанты исправно мыли пола, носили нам обеды из столовой и так далее. Начальство поняло, что эксперимент нагнуть чеченцев провалился, дисциплина сошла на 0 и начали подмазываться к нам. За 1 неделю сняли всех сержантов с командиров отделений и так далее. Назначили нас и близких к нам ребят командирами. Кто-то воспользовался этим, стали сержантами, замковзводами и даже старшиной один. Что касается лично меня, будучи рядовым, меня назначили командиром отделения и требовали, чтобы я гонял подчиненных. Но мне не хотелось гонять ребят. Из-за этого я пару раз сидел на губе, но не сдался. Меня уважали ребята свои и чужие, прислушивались моего мнения. И мне этого было достаточно. Я с 12 лет занимался спортом, был физически на голову выше очень много. И как мне при последней встрече сказал наш старшина, Загоровский, на редкость нормальный человек. Я был наивный, честный и добрый. Это не я, а он сказал про меня и добавил: будь бдительным и осторожным в жизни. Твоей наивностью могут воспользоваться, и мне это пригодилось в жизни. С уважением, Алхазор.